ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 9:00. Средняя школа номер 16. Одиннадцатиклассники по всей России сдают единый госэкзамен по русскому языку. Это один из обязательных предметов, необходимых для получения аттестата о среднем образовании. В Ухте экзаменационную работу пишут 585 выпускников этого года и 27 выпускников прошлых лет. Ухтинец Дмитрий Берлогин в их числе. Школу окончил 16 лет назад, мечтает вновь поступить в УГТУ. После потери работы найти новую без вышки нереально. Никакие курсы, ничего не посещал, просто попробовал самостоятельно сдать те экзамены, которые выложены ЕГЭ. Вроде как сдаю, поэтому не готовился. В первой части экзаменационного теста 24 вопроса. На них нужно дать короткие ответы. Во второй вопрос всего один, но ответ следует дать развернутый в виде эссе. На выполнение заданий 3,5 часа. Для получения аттестата достаточно 24 баллов из 100, но для поступления в вузы этого будет недостаточно. Минимальный проходной порог 36 баллов. Во всех аудиториях, где проводится экзамен, ведется видеонаблюдение. В это время в здании не должно быть ни одного филолога. Экзамены проводятся с помощью технологии печати контрольных измерительных материалов и новая в этом году технология сканирования в штабе пункта проведения экзамена. Во-первых, чтобы информация поступила быстро, не надо отвозить ее, и для безопасности работ, чтобы не было вскрытия или узнавания. В городе работает 5 пунктов сдачи ЕГЭ. На базе 16-й школы русский язык сдают 133 человека. Один из них с ограниченными возможностями здоровья. Время сдачи для него увеличено на 1,5 часа. При входе выпускников осматривают с металлоискателем. При себе должна быть гелевая ручка, паспорт и знания. Судя по настрою, в своих знаниях ребята не сомневаются. К русскому я лучше всего, наверное, готов, поэтому достаточно просто. Я спокойно поспал, выспался. Все хорошо, очень. Секрет только долгосрочный, то есть надо было просто учить на протяжении 11 лет. Правила запоминать, а потом собрать это все вместе уже гораздо проще. Сложнее всего, наверное, морфология. Но все учим. И, так сказать, с бессонной ночи перед экзаменом все, надеюсь, все будет хорошо. Я думаю, сочинение для всех, да, потому что нужно аргументы подбирать, все очень грамотно написать. Итоги сегодняшней сдачи подведут 14 июня. ЕГЭ 2016 продлится до 20 числа включительно. Для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать русский вовремя, с 24 по 30 июня предусмотрены резервные дни.